Репрессивная политика Китая в отношении уйгуров и других мусульман, а также представителей других религиозных конфессий является гуманитарными кризисами, за которой мировое сообщество следило с беспокойством. По словам корреспондента Анатолийского информационного агентства, вопрос лагерей перевоспитания, расположенных в Восточном Туркестане, обсуждался весь прошлый год. Разрушение исторических мечетей, китаизация ислама и перепись религиозных текстов в соответствии с коммунистической идеологией заняло главное место в политическом курсе Китая. По данным различных организаций и свидетельствам бывших узников, в лагерях перевоспитания, называемых Пекином центрами профессиональной подготовки, содержится свыше 3 миллионов уйгуров и других тюрков. Депутат от Республиканской народной партии и член Комитета представителей турецкого парламента Бурcu Köksal направила вопрос министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу о молчании правящей партии относительно нарушения прав человека в Восточном Туркестане. Напомнив о письме, направленном в Совет Безопасности ООН 8 июля 2019 года, который подписали 22 страны, Köksal сделала следующее заявление. Почему нашей страны нет среди государств, подписавших данное письмо? Почему вы храните молчание по вопросу репрессий и геноцида, с которым столкнулся народ Восточного Туркестана? Почему правительство не прилагает усилий для предотвращения беспредела, обеспечения условий спокойного существования и равноправия в Восточном Туркестане, где проживают наши братья, с которыми у нас общие этнические, религиозные и культурные ценности? Почему вы не оказываете уйгурам такое же внимание, как и сирийцам? В антиправительственной акции, организованной Союзом профессиональных учителей на площади Эдинбург, приняли участие 1000 людей. Учителя начальных и средних школ, лицеев, а также преподаватели некоторых университетов, находившиеся среди участников акции, названной «Белым террором», заявили, что с начала антиправительственных протестов на некоторых учителей было оказано давление со стороны администрации Гонконга, обвинившей их в связях с демонстрантами. Малайзия заявила, что, несмотря на недовольство Китая, не намерена отказаться от своих прав на континентальный шельф, расположенный в Южно-Китайском море. Премьер-министр Малайзии Сайфуддин Абдулла сообщил, что в прошлом месяце Малайзия обратилась по данному вопросу в ООН. Напомнив о том, что Китай опротестовал обращение, Сайфуддин Абдулла сделал следующее заявление. «Мы ожидали такую реакцию Китая, но, несмотря на недовольство Пекина, мы не намерены отказаться от своих прав». На вопросы о том, беспокоится ли Малайзия по поводу ответных действий Китая, Сайфуддин Абдулла ответил следующими словами: «Если бы мы боялись этого, то не делали бы такого шага». На фоне заявления Ирана о месте за Касема Сулеймани, убитого в ходе спецоперации США, Пентагон заявил, что направит на Ближайший Восток 3000 солдат из 82 воздушно-десантной дивизий. На прошлой неделе в регионе было направлено 750 американских военных. В свою очередь, в Иране прошло совещание Совета национальной безопасности, который заявил, что США совершила большую стратегическую ошибку и пообещала отомстить за смерть Сулеймани.